пан Ахмед. Салют. Доброго дня. Салют, здравствуйте. Итак, мы все эти дни мечтали вас наконец-то присоединить в наш эфир, потому что масса всего происходит. Вы провели съезд масштабный, вы позавчера выступали в Италии, а за это время успел пропасть и найтись Тумсо Абдурахманов. За это время кадыровцы успели накинуть на вентилятор то, что мы не называем в прямом эфире этим словом, и попытаться даже заляпать вас в истории с Тумсо, что выглядело совершенно анекдотично для нас тут. Первый вопрос, Ахмед, чтобы уже финализировать, насколько возможно, или у вас, может быть, будет апдейт по истории с Тумсо Абдурахмановым. Вы первые заявили и были правы о том, что он жив. Есть ли подробности того, кто на него покушался все-таки, и какое продолжение может иметь эта история? Покушаться на него могли только представители российских спецслужб. Извините, что я сразу начал отвечать. Я еще раз приветствую вас, держитесь. Мы молимся за вас. Я уверен, что Украина выдержит. И мы скоро, иншаллах, будем вместе. Я эти дни отключался. У меня были действительно очень серьезный график по поездкам, по конференциям, по разным мероприятиям, помимо того, что мы еще делаем что-то в Украине. Значит, по поводу, начнем с конца вопроса вашего. Да, естественно, покушаться на него могли только российские спецслужбы или кадыровские эти самые прихвостни, которых он сюда засылает. Дело в том, что с 2006 года, мы с вами, по-моему, Алекс, еще тогда это обсуждали, с 2006 года Путин подписал два закона. Первый закон о том, что люди, которые критикуют существующий режим, политики, журналисты, неважно кто, что они причисляются к врагам, к экстремистам, террористам и к врагам государства. И второй закон, который позволяет российским спецслужбам ликвидировать врагов государства, где бы они ни находились. И, естественно, сегодня ничего не изменилось, но ситуация наоборот усугубилась и открывает руки российским спецслужбам делать уже все, что угодно, потому что в принципе весь мир против них, им бояться сейчас нечего, и они пытаются делать все, что они не сумели в предыдущие годы сделать. И я исходил из того, что когда говорил, что Тумсо Абдурахманов жив и здоров, я исходил именно из той логики, что люди, которые находятся под протекторатом, под такой особой защитой, я уже это проходил и уже сколько лет это длится, обычно вот так поступает, когда берут под защиту и охрану. Если полиция несколько дней, в течение нескольких дней, первых 2 дней ничего не говорит, значит ничего страшного не произошло. Я исходил только из этого. И что готовились покушения на него тоже, это было очевидно, кто за этим может стоять.